Отдел образования по Карабулаку и Сунжинскому району вместе с Национальной библиотекой Ингушетии решили провести акцию под названием «Книга из рук в руки». Теперь любой желающий может прийти и оставить в библиотеке прочитанную литературу. Набрав необходимое количество изданий, их выставят во всех общественных местах. Это одно из первых мероприятий, направленных на реализацию масштабных проектов к Году литературы в России. Подробности у Светланы Томовой. Самое благое поприще – служить добру. Самое прочное жизненное основание – это знание. Посетители жертвуют художественной, научной и другой литературой во имя знания. Понимая, что дарить книги библиотекам – благодарное дело. Организаторы такой необычной благотворительной акции преследуют сразу несколько целей. Чтобы наши граждане усмотрели в этом какую-то положительную тенденцию, чтобы они не думали, что человек читающий – это человек, который не имеет плюсы по сравнению с тем, кто не читает. И хотелось бы также отметить, что по окончании акции мы планируем самых активных участников наградить благодарственными письмами. Заместитель директора по научной части говорит не без гордости. Библиотека славится и электронной версией. Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева вошла в число 30 лучших электронных библиотек России и была представлена председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Это действительно крупнейший библиотечный проект, уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового этапа в развитии всех библиотек страны. Библиотека объединяет электронные фонды всех библиотек в единую государственную информационную библиотечную систему, но и должна, конечно, обеспечить возможность воспользоваться колоссальным объемом информации. Причем, что особенно ценно, на легальных началах. Презентация проходила в РГБ, презентация Национальной электронной библиотеки. Мы входим в числе первых в России среди центральных библиотек России, ведущих библиотечных центров. Входим в этот проект. По окончании акции подаренные книги будут выставлены в различных общественных местах. Прочитав книгу, посетитель оставляет ее там же, чтобы затем ее смогли прочитать и другие желающие. Светлана Томова, Соломбек Аздоев, Новости 24.